самое главное, чтобы они просто смотрели, воспринимали. Тут, ну как бы, на основе изображения, положим, какого-то пейзажа, это композиционное сочетание линий, пятен, красок, там, различного рода, так сказать, ну, как бы композиции между этими всеми вещами. Это все то, что и формирует как бы нормальное человеческое мышление. Потому что человеческое мышление возникло не в логике, а в искусстве. Вот как кроманьонцы произошли, то есть победили неандертальцев, именно благодаря тому, что у кроманьонцев возникло искусство. И изобразительное, и танцевальное, и музыкальное, и сказительное, и все что угодно. То есть у них появилось художественное видение действительности, основанное не на инстинктах там, и так далее, а основанное на гармоничных сочетаниях самых различных аспектов, в том числе и воображения. Поэтому значит, вот изобразительное искусство, оно имеет огромную роль в формировании вообще мышления, в том числе и человека. Не человека, а ребенка. Если он не понимает, не соприкасается с изобразительным искусством, музыкальным, именно искусством. Вот то, что сейчас пошла там всякая пропаганда всяких этих эстрадных форм, это далеко не искусство, это разрушает. Вот. Но все равно, что сводить, так сказать, семейную жизнь только до половых отношений. Вот и все. То есть они не получают нормального, так сказать, воспитания их личности. А это вот формирует именно вот только, так сказать, созерцание или же производство вот этих всех вещей, которые относятся к искусству. Искусству всех самых разных, так сказать, формах. Вот и когда они начинают понимать гармонию, то тогда к гармонии стремятся их собственное поведение, их собственные отношения и так далее. То есть это сразу же, ну, как бы, в новое измерение они переходят. А так, в принципе, можно быть, положим, успешным, в кавычках, ну, пусть бизнесменом, за счет разрушения всего вокруг. Вот он успешный в какой-то очень узкой части. Это все равно, что нарисовать здесь какое-то грязное пятно, а все остальное значит, вот это пятно на всех может. Вот и все. Чего в искусстве невозможно даже представить и допустить. А в нашей жизни мы все это допускаем, и все мы успешны, потому что человек победил. Вот это самое жуткое, к чему они приходят. Поэтому вот этот весь менеджеризм и все эти управленческие хитрости, это все как раз разложение человека. Он как личность исчезает. Он начинает побеждать. А здесь, тогда, если что-то одно побеждает, то это все превращается в безобразие. Вот и все. То есть в искусстве не может быть победы одного над другим. Должно быть гармония. Можно даже в один потратить. Но это вот они все должны усваивать именно подсознательно. Это не нужно им читать эти вещи. Когда они они не позволят себе. А если на сознательном, то есть вот это вот гармония, и ты будешь понимать, что нет, он есть чувство сопротивления, а я вот такой. Может быть, может быть, вот и все.